Это река Адзапш. Уже более 20 лет она создает проблемы жителям улиц Железнодорожная и Титова в Сухуми. Во время ливневых дождей уровень воды в реке резко поднимается, что приводит к затоплению всей округи. Последний раз река выходила из берегов прошлым летом. Тогда она нанесла немалый ущерб. Были затоплены не только дворы, но и первые этажи домов. В результате у многих жильцов мебель и техника пришла в полную негодность. Люди опасаются, что подобное может повториться, так как именно летом река чаще всего выходит из берегов. Каждый год летом, вот в июле, в конце, в августе мы плаваем. Вот как быть, каждый год ремонт первого этажа и мебель покупать мы не в состоянии. В течение дня, если без перерыва дождь пойдет, первый этаж до потолка затапливаемся. Это каждый год одна и та же проблема. Пол в негодности, кафель все размыло. Первый этаж полностью был затопленный. Вот я живу туда дальше, вот там. И все у нас затоплено. Все, до сих пор я не могу в порядок привести. Я прошу, чтобы решили вопрос положительно. Еще в прошлом году госкомпания «Абхазберегозащита» очистила русло реки Адзапш, установила подпорные стены. Единственная причина, из-за чего сегодня может подняться уровень воды в реке, это наносы, образующиеся на месте впадения реки в море. В месте впадания реки в море образуется баровый нанос. Это создает, безусловно, торможение прохода воды. В связи с этим уровень воды поднимается. Необходимо расчистить все-таки этот баровый нанос в районе порта. Это одна из самых весомых проблем на данный этап. И, соответственно, за любой речкой всегда нужно следить на протяжении всего времени. На сегодняшний день в Абхазии реки не стоят на балансе ни у одной организации, ни в администрации, ни в районных администрациях, скажем так. И, соответственно, нет никакого финансирования на эксплуатацию. Наверное, это одна из самых больших проблем наших, потому что, запуская русло реки, мы всегда создаем проблемы сами себе. Что касается данной проблемы затопления участка по улице Железнодорожная, в случае, если государство профинансирует работы, то эти работы, безусловно, будут выполнены. Депутат Народного собрания Алхаз Джинджоли, пришедший на встречу с жителями района, рассказал, что вопрос очистки устья реки Адзапш неоднократно поднимался в правительстве. Чтобы начать эти работы, необходима спецтехника, которой на данный момент нет. Те работы, что проведены, в какой-то степени облегчили состояние. Тут уже хоть не каждый дождь вызывает подъем уровня, то есть воды. Ну, на последних встречах с Кабмином, вплоть, я не знаю, до премьера мы обращались. Было такое понимание, обещание, что технику по возможности соберут, ведут в устье реки. Там технически очень сложное место, там, учитывая, что находится портовое хозяйство, 2 моста, один из которых автомобильный, его не перекроешь. Техники, которая может это в грунт извлечь с берега, ее нет, там надо насыпь строить. Будем дальше просить о помощи руководства и города, и республики в надежде, что поймут, войдут в положение. А пока, по-прежнему, во время каждого дождя жители улицы Железнодорожная опасаются, что река вновь выйдет из берегов и затопит их дома. И все же они надеются, что найдутся возможности как можно скорее решить существующую проблему. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.